Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите еженедельное интервью главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. Юнусбек Андреевич, 7 мая состоялось вступление в должность главы государства Владимира Путина. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце с участием почти 5000 человек. Вы и делегация из Ингушетии присутствовали. Какое впечатление у вас оставило вот это по-настоящему историческое событие? Инаугурация президента или торжественное вступление президента уже в должность, это, конечно, торжество. Это значимое такое масштабное мероприятие. Тем более в этом году по-особому Владимир Владимирович Путин отказался от передвижения по Москве, от создания неудобств жителям Москвы, гостям Москвы. В этом году Владимир Владимирович Путин выехал прямо со своего рабочего кабинета. Это тоже было очень приятно наблюдать, как Владимир Владимирович просто по-свойски, по-человечески как-то все это одевает пиджак, идет на инаугурацию, да? И опять же торжественность в том числе и в том, что создан отечественный автомобиль, кто-то его называет кортежем, кто-то еще чем-то, на котором именно к месту инаугурации подъехал по территории Кремля Владимир Владимирович Путин. Это тоже показательно, и в дальнейшем, я так думаю, что отечественное автомобилестроение, оно будет дальше в этом плане развиваться. Ну, конечно, было все красиво, все торжественно, по-другому быть не могло, все четко выстроено, и все пошло на высочайшем таком организационном уровне. Выступление, принятие присяги Владимира Владимировича Путина, его выступление, огромное количество гостей, более 5000, в том числе делегация республики, 18 человек. И для нас было приятно. Это один из таких исторических моментов для нашей страны. Это один из этапов исторического развития нашей страны. Потому что в ближайшие 6 лет нас ждут позитивные изменения, динамичное развитие. И, как сказал Владимир Владимирович Путин и в послании, и в том числе вчера, выступая после принесения присяги, о том, что нужен рывок, динамичное развитие страны. Поэтому в этом нет сомнения. И те планы, те задачи, которые стояли, конечно, они будут исполнены. Вчера буквально уже в должности президента Российской Федерации Владимир Владимирович подписал очередной указ, который довольно серьезно влияет, в том числе на развитие регионов. Поэтому нам понравилось, и не понравиться нам не могло. Торжественно, красиво, мощно и державно. Вот вы затронули указ. Будут какие-то масштабные изменения в стране? Нет, масштабных не будет. Будет продолжение развития, но он серьезно влияет на поддержку, в том числе регионов, и на ответственность регионов перед федеральным центром. То есть это в том числе мотивация регионов к более слаженной и такой динамичной работе. 1 мая в Назране прошел торжественный митинг, посвященный Дню весны и труда. Как вам уровень проведения вот этого мероприятия и почему не было традиционного шествия? Ну, я думаю, что шествие надо вернуть. Все-таки понятно, что там стоять тяжело, идти тяжело, и здесь. Но это традиционно такие вещи, которые позволяют людям даже в ходе шествия быть ближе друг к другу, общаться. Второе, почему не было, наверное, поэтому не было, что организаторы хотели сразу на месте это все делать. А второе, с каждым годом организация, она все лучше и лучше. Здесь, конечно, больше надо, это все-таки профсоюзное мероприятие, и надо больше профсоюзам в этом направлении работать. Не перед праздником, а в течение года. Если профсоюзы заботятся о своих рабочих, защищают их труд,
и рабочие видят в профсоюзах реальную защиту, то, конечно, рабочие с удовольствием выйдут в этот день по зову профсоюзов на вот эти главные профсоюзные мероприятия страны там, и мира в том числе. Поэтому мне понравилось само мероприятие, но все-таки есть ряд таких вещей, которые должны позволять людям с удовольствием находиться на мероприятиях. Не за счет там, рычага административного, чтобы они сами ходили на эти мероприятия. Вот здесь надо думать, надо смотреть, в том числе и концертная программа должна быть интересной. То есть человек не должен после торжественного участия, выступления уходить домой. А наоборот, еще больше людей должны туда приходить. Не только рабочие, как принято говорить, но и простые жители должны туда приходить только на то, что есть концертная программа, ярмарка там, или еще что-то такое. Какие-то вещи есть, которые заманивают в хорошем смысле людей на эти мероприятия. Поэтому я надеюсь, что в следующем году будет еще лучше. Вы приняли участие в открытии мемориального комплекса в Татарстане и посетили новый стадион в Самаре. Расскажите об этой поездке. Это хорошие проекты. Я по приглашению и своих коллег, и Миниханова, и губернатора Самарской области Азарова летал туда. И ряд направлений на вооружение взял для республики. В Татарстане, в глубокой деревне, открыли памятник. Памятник тем, кто ушел на фронт с этого села, с этой деревни. Кто ушел, кто остался на полях сражений и кто вернулся. То есть кто не вернулся, кто вернулся. Пофамильно. В том числе и участник локальных конфликтов. Связь времен, поколений хорошо сделано было. Плюс они реализовывают проект по школьным музеям. Мы поэтому, конечно, я там дал поручение сейчас, чтобы буквально там в течение месяца мне представили предложение в рамках этой поездки к 75-летию победы в Великой Отечественной войны, чтобы мы такие проекты реализовали в каждом селе, и чтобы в каждой школе был свой музей, и в школах, и в вузах, и в СУЗах. Это одно. Второе, в Самаре мы были на открытии стадиона, который будет принимать чемпионат мира по футболу в этом году. Ну и параллельно мы там посмотрели хороший проект. Это в пределах 12-15 тысяч стадион посещений для республики. Мы увидели этот проект, посмотрели. Надеюсь, что скоро мы проект получим, доработаем, пройдем госэкспертизу и уже будем выходить на федеральный центр с просьбой о строительстве стадиона для республиканского стадиона для Республики Ингушетия. В Магасе будет? Да, в Магасе, да. У нас землеотвод уже сделан, все там есть. То есть мы совместили полезное с приятным, так чтобы и увидеть хорошие проекты, ну и взять опыт на вооружение для Республики Ингушетия. В Каспийске прошел чемпионат Европы по спортивной борьбе по приглашению главы Дагестана. Вы там побывали. Что вы скажете об организации вот этого чемпионата, в частности, про открытие и о выступлении наших борцов? Ну, высочайший уровень открытия, организации проведения. И красиво, хорошо, и масштабно показано. Там и страна, и Дагестан в целом. Поэтому и мой коллега Владимир Абдулалиевич Васильев и его подчиненные очень серьезно постарались и сделали так, чтобы те гости, которые там приехали в Дагестан, остались довольны организацией проведения чемпионата. Все условия были созданы для спортсменов. Второе, наши спортсмены, у нас два наших борца по греко-римскому стилю выступали. К сожалению, там Евлой Муса не показал того результата, что мы от него ожидали. Он как минимум должен был выйти на финал, как минимум. Ну, как-то вот он не совсем правильно выстроил и не выполнил требования, наверное, в установку тренера.
А Бекхан Оздоев молодец, он вышел, это его такое, первое такое высокое достижение. Ему 24 года, у него есть еще все впереди. Он умеет бороться. И для нас тоже хороший такой результат, серебряная медаль на чемпионат Европы. Это тоже хорошо. Хотелось бы золото, но хотя Бекхан мог, чуть-чуть надо было доработать, но все равно. Я поздравляю его, а Мусе Евлоеву, конечно, желаю больше мотивации, больше характера, воли и побед. Не только Мусе, но и другим нашим борцам. К сожалению, в вольном стиле у нас никого не было, никто не представлял республику, но зато хорошо выступили вообще российские борцы. Поэтому и президент Федерации борьбы спортивной, и главный тренер греко-римского стиля, главный тренер вольного стиля довольны должны быть. Почему? Потому что результаты России очень хорошие. Россия заняла в общекомандном зачете первое место по этим результатам. Ну и наш друг, хороший парень, там, который здесь выступал у нас, тоже Садулаев Рашид, я его лично поздравил тоже, стал уже трехкратным чемпионом Европы, поэтому хорошо выступили. Но мы там параллельно решили ряд задач. В том числе мы на 2019 год дали сейчас прорабатывается вопрос, принципиальное согласие уже получено, или Кубок Европы, или Чемпионат Европы, или же Кубок мира по греко-римской борьбе среди юниоров или среди юношей. Над этим сейчас работаем. Когда я параллельно поехал туда по приглашению Васильева, своего коллеги, главы Дагестана, заодно обсуждали вопрос с международным сообществом, в том числе и с Федерацией спортивной борьбы, чтобы в республике провести такое масштабное мероприятие в следующем году. И дали у нас это все получится. Широкую огласку получили два инцидента, произошедших в Магасе. Это ДТП с участием 8-летней девочки с наездом и лихачество участников свадебного кортежа, сопровождавшееся стрельбой. На ваш взгляд, как повлиять на таких нарушителей, и считаете ли вы, что в данном случае нужны более жесткие меры? Ну, насчет широкой огласки скажу, что всякое вот такое ЧП, ДТП я имею в виду, конечно, чревато оглаской там, и горем у одного, и у другого человека. Просто водители должны задумываться. Здесь обычно бывает так, отсутствие элементарного S-дела. Вот нет S-дела у человека. Он внутри населенных пунктов всегда любит превышать скорость. А если у человека есть S-дел в воспитании, то он хотя бы в черте населенного пункта будет там ехать так, как положено. И в этом случае любое столкновение, оно не будет таким чреватым с последствиями. У человека есть всегда возможность притормозить. Ну, наши предки всегда так себя вели. Никто же там на полном скаку, заезжая в село, не скакал на лошади. Люди даже там, если родственники жили, они пешком проходили из уважения к своим родственникам по селу. А сегодня как отмороженные есть такие деятели, которые не видят ни города, ни села, потом получают вот эти эффекты. Это же тоже Всевышний дает нам знаки. Всевышний показывает. Это же не только тот, кто совершил ДТП, а нам всем дает знак. Ну, смотрите, так нельзя делать. Нельзя ездить на красный свет, нельзя превышать скорость, нельзя пьяным садиться за руль, нельзя вообще пить. Ну и так далее. А многие, совершая хадж, пятничные молитвы, там, пост соблюдая там, или другие вещи, при этом совершенно не понимают, что они полностью противоречат религиозным нормам и светским нормам, и вообще нашим адатам, обычаям, традициям, сделу, в конце концов, кодексу сдела. И вот случай, который произошел с этим ребенком, конечно, вот из этой области. Да, понятно, есть законная схема, как наказать. Кто-то говорит, почему не арестовали,
не посадили, не оторвали руку, ногу, голову там. Но мы же должны все-таки по закону к этому подходить, а не по хотелкам людей, да, потому что родственников пострадавшего ребенка. Сейчас задача врачей максимально сделать все, чтобы ребенка отправить в Москву и вытащить из состояния критического и сделать так, чтобы ребенок был здоров. И органов правопорядка, потому что Совет Безопасности лично имеет эту задачу, сделать все, чтобы по закону, еще раз подчеркиваю, а не по хотелкам каждого, наказать того, кто совершил ДТП. А для всех, кто это видит, знает об этом, сделать выводы и постараться вообще ездить по правилам. А в черте села или города тем более. Понимать, что там есть люди, в конце концов, ну, есть животные, в конце концов. Ну как-то надо понимать, там, как-то надо соизмерять свое поведение. А по поводу свадебных, ну, здесь, знаете, как бы мы не хотели, молодежь есть молодежь, ну, всякое бывает. Единственная просьба к молодым ребятам, которые там не хотят прислушиваться, когда вас задерживают после таких случаев, не надо там жаловаться, жалобиться, не надо обвинять всех и вся. Просто если вы выходите на этот путь, если хотите быть первым за машиной невесты, если бьетесь об это, если где-то достали травматику, стреляете, и от этого вы ловите там удовольствие удивительное там. Если вам нравится крутить машиной, пренебрегая там правилам игры, ну, после того, как вас поймали, улыбнитесь также весело, скажите, ну все, попался, что теперь делать. Идите по тому пути, который вам нарисовал закон. А не визжать, не жалобиться, не рассказывать, какие все плохие, а ты хорошие. Не подключать здесь правозащитников, родственников и всех остальных. Ну, просто не надо этого делать. Если ты мужчина, иди до конца как мужчина. Выбрался если путь себе там, ну так иди по этому пути. А то получается так, ты получаешь удовольствие, ты там стреляешь в воздух, ты там обкололся, обкурился, тебе весело, приятно, теперь тебя поймали, теперь все должны о тебе думать, что ли? Так не бывает. Если встал ты на этот путь, так иди. А органы правопорядка, конечно, с каждым днем сейчас полиция работает более жестко, будет еще жестче работать. И будет это все пресекать. И участковые, и местные власти, все должны работать жестко для того, чтобы пресекать эти вещи, потому что это опасно тем, что может быть там последствия. Мы были случаи, когда на стрельбе там и ребенка в голову там попали, убили, там и ранения получали, и кровная месть до сих пор там на этих там из-за этого там до сих пор непрошенные люди есть. И ДТП совершались, и тяжелые увечья. У нас колясочники есть, которые там на свадьбе именно из этих там столкновений ДТП получили, и человек прикован к коляске. Надо об этом думать всегда. И если вы хотите где-то там пару выпустить, для этого создан автодром, езжайте туда, но до этого предупредите, чтобы мы там хотя бы машину скорой помощи поставили, и экипаж ГИБДД, чтобы вас хотя бы на контроль взяли. Пожалуйста, катайтесь сколько угодно. В соцсетях активно обсуждается тема строительства парковой зоны в Назране на месте бывшего автовокзала. Здесь мнения людей разделились по поводу целесообразности этого строительства. Что это будет за парк и насколько он там необходим? Не, во-первых, это решение властей города. Во-вторых, по мнению людей, я вам скажу. Те, кто якобы не поддержит проект в своем большинстве, когда начинаешь разбираться, это те люди, которые положили глаз на эту землю. И, ну, чтобы вы понимали, власть на местах у нас, и до сих пор мы с этим боремся, постоянно кому-то что-то пытается продать. Кому-то что-то там, как говорят, сбагрить, да, что-то такое. Стоял себе автовокзал, вроде бы как государственное имущество. И сегодня это имущество республики передано в муниципальную собственность. Казалось, все есть. Но при этом там же находятся люди, у которых в руках документы 92-го, там, 97-го года, там, 99-го года, там, 2002 года, 2008 года, 2007 года, где там прописано, что эта земля там продана, отдана, ну и так далее. Поэтому эти люди всегда против того, чтобы там что-то строили. Потому что если там построить парк или что-то, да, у них там окончательно планы, чтобы там построить свое там что-то. Это в центре города, почему нет?
И там же находится рядом рынок, это тоже незаконный рынок, мы его тоже будем сносить, я уже дал поручение. Ну, для людей должно быть там какое-то такое места, где люди могут там собираться, обсуждать, там, гулять в конце концов. Мы же помним, какое-то это место было там, вспомните, 8-9 год, 7 год. Там одних киосков было более там 300 разного направления. Это же нельзя допускать, это все-таки город. Поэтому я здесь не обращаю на эти вещи внимания. Есть муниципальные власти, как они спланируют, так пускай делают. Также активно обсуждается ваше предложение создать интернет-дружины в соцсетях для противодействия идеологии терроризма. Уже есть какие-то результаты? Мы работаем над этим. Я еще раз хочу прояснить, в чем смысл интернет-дружин. Здесь не только противостоять кому-то. Это, если мы понимаем дружинник, который там работает совместно с органом правопорядка или с муниципальными властями, те дружинники, которые у нас в классическом варианте сегодня есть, в муниципальных образованиях, которые видят, кто нарушает, кто бросает мусор, кто нарушает общественный порядок. И совместно с органом правопорядка, с муниципальными властями делают все, чтобы этих нарушений было меньше, а второе, поймать этих нарушителей и привлечь к ответственности. То интернет-дружина – это обратный эффект. Здесь поймать кого-то за руку невозможно, но при этом мы видим, что в интернете много таких идеологических вещей, которые вводят в заблуждение молодежь. Это не только там по линии терроризма или экстремизма. Посмотрите, сколько вот этих различных там наркотических или других направлений в интернете, которые оболванивают людей, и они втягивают все эти вещи. Сколько в интернете, даже через интернет, так называемые магазины, людей обмануто, в долг покупили одежду и так далее, и потом не могут рассчитаться. То есть много вещей есть таких в интернете, которые для человека, который не понимает, что это такое, может зайти в лес там и заблудиться, да. И вот эти интернет-дружины, они должны состоять там, и мы сейчас работаем над этим, там, я не помню там по протоколу, к какому времени должны доложить, мы обязательно, и там должны находиться внутри, в этих интернет-дружинах, специалисты, знающие, знатоки соцсетей, специалисты религиозного направления, которые должны на каждой там попытке идеолога, невидимого идеолога, откуда-то, который там под именем какого-то там святого пишет сказки там, чтобы молодежь завербовать там, или вкладывать фейки, вот эти там, мы уже помним, да, там, египетские, сирийские фейки, которые там тоже там Мьянма там и другие. Вот эти дружинники должны это все опровергать, уже отвечать на эти вызовы, чтобы у молодого человека был выбор и туда смотреть. То есть каждый по своему направлению? Да. Те же борцы с наркотиками, которые должны правильно объяснять, те же работники здравоохранения. Если кто-то нарисовал там, из какого там сырья может получиться хороший наркотик, то тут же там работник здравоохранения или там борцы с наркотиками там, по противодействию незаконного оборота наркотиков, они должны этому же человеку объяснить другая площадка, а здесь почитать другое. Потом вот эта интернет-дружина для того, чтобы у людей было. И здесь, конечно, должен быть сайт. Должен быть сайт, где человек может по каждому вопросу где-то прочитал, выйти сюда, почитать и выслушать. Там священнослужитель по-своему объясняет, с учетом тоже с опорой на религию. Здравоохранение объясняет с опорой на науку, на систему здравоохранения, ну и так далее. Совет безопасности, там тоже, который будет курировать это все, объясняет с точки зрения законности, привлечения к ответственности. Поэтому вот здесь эта дружина для этого и есть, интернет-дружина, для того, чтобы каким-то образом противостоять этому раз и создать площадки помощи тем, кто все-таки не может воздержаться или не могут воздержаться от соблазнов через интернет. В том числе, как у нас была ярко выраженная тема, вышла замуж за Nokia, да? Да. Маловекайлатор, Nokia, потому что вот даже через это надо. На прошлой неделе жители Плиева и других населенных пунктов жаловались на отключение воды. Эту ситуацию усугубил тот факт, что жители вообще не осведомили об отключении. Кто-то понес за это наказание? Ну, во-первых, насчет уведомили или нет, глава района, глава села, все это объясняют, и всех просят заплатить за воду, за газ, за свет.
И из тех, кто жалуется, если посмотреть там, да, я сегодня дал поручение всех, вот кто мы видим пофамильно, кто жалуется, ну, люди реальные, проверить, какие у них долги за воду, за газ, за свет. Ну, во-первых, мы все должны с вами понимать, уважаемые жители, что если мы не платим, в квартирных домах не платят, там не платят, там не платят, мы не можем содержать штат работников водоканала, газовиков, энергетиков. Мы не можем содержать сети, мы не можем отдавать долги, мы накапливаем долги все больше и больше. И рано или поздно мы приходим к тому, что нам приходится отключать. Поэтому здесь и главы населенных пунктов, и общественность села, общественный совет должны над этим работать, депутатский корпус должен работать. Да, должно быть все жестко прописано. Если мы где-то отключаем улицу, дом или свет по какой-то причине, или село там по какой-то причине, то люди должны быть об этом уведомлены, чтобы они понимали, к какому времени все отключится, почему. И, конечно, мы сейчас по каждому случаю, не только на прошлой неделе, а вообще по каждому случаю там поступление жалоб по линии ЖКХ разбираются, и те, кто допустил нарушение в этом деле, понесут наказание. Но вопрос в другом, еще раз обращаюсь к жителям республики, давайте платить. Я уже не раз говорил, независимо какой месяц, священно или не священно, вам предписано, и вам, и всем нам предписано платить за то, что ты потребляешь. А если ты не платишь, так же как в магазине товар пошел купить или в другом месте, за газ, за свет, за воду не платишь, и при этом в том числе пытаешься жаловаться, что тебе света или газа, воды нет. А как это может измерять? Тем более, все это хозрасчетная организация, акционерное общество. И власть не может им ставить задачу, чтобы они не отключали. Власть, наоборот, с них требует, чтобы они более жестче работали с теми должниками, кто не платит, в том числе и отключать. Поэтому здесь мы будем сейчас работать. И если причина в том, что не платят, а потом отключают, это здесь я не могу вмешаться. И здесь если я говорю не отключать, тогда я должен где-то найти средства из бюджета и заплатить, что я не имею права. А если там причина в том, что где-то сбой, конечно, я должен срочно быстро исправлять и наводить порядок. В Ираке за участие в террористической группировке суд приговорил россиянок к пожизненному заключению. В интернете, в соцсетях появились видео с извинениями родных за тех, кто поехал в Сирию для того, чтобы примкнуть к этим террористическим группировкам. Что вы скажете по этому поводу? Ну, во-первых, многие родные знали, что сын уезжает, что дочь уезжает, хотя она замужем за другого, из дома уже ушла, там, но тем не менее. Многие родные знали, как эти девушки, не слушая отца, маму, просто даже, посмотрите это по списку, за кого они замужем ходили. Вот у нас там есть одна там мадам, которая уже там, не одна, которая уже там 5-6 мужа поменяла. И все родители, не все, но многие родители знали. Да, и были родители, которые не знали совершенно. Есть там девушки, которые уехали с мужем, якобы на учебу, муж поехал в Египет или в Турцию. И обманным путем туда втянули. Но в своем большинстве эти мадамы знали, куда они едут, для чего едут. И то, что иракский суд их приговорил пожизненному, ну, это прерогатива иракского суда. Дал тому двоим. Надо просто видеть сегодня даже в интернете и по телевизору, что стало с Ираком и Сирией. Благодаря в том числе мужей этих самых женщин. И как так? Да, она женщина, да, у нее дети. А вот тех, кого убивает ее муж день и ночь, кому их мужья резали головы, в том числе присутствие их детей многих. Потому что многие дети, которые сегодня там находятся, они прошли лагеря, детские лагеря, подготовки. Многие, там видно, даже пофамильно известны факты, когда эти дети присутствуют на казнях и сами даже некоторым голову стреляли. И дело не в том даже, что кого они убивали.
христиан или мусульман, они людей убивали. Они людей убивали. И сколько горя принесли. Насколько сейчас осталось женщин вдовами в Сирии, в Ираке. Сколько детей сиротами остались. А мы о них будем думать? Или с нас за них Всевышний не спросит? Или с них не спросит? На каком основании твой муж или твой брат или твой человек поехал туда убивать людей? Мы же что, не помним, сколько мечетей взорвали? Только то, что один из имамов отказался присягать ИГИЛу, имама убили. И это мужественные люди, это реальные герои, которые имам Муталмыш, Мяждик Ханырж, которые там ученики этого имама, отказались они под страхом смерти, всех убили 46 или 56 человек. Мечети взрывали. Все ценности, культура, не культура, все уничтожали, как дикари. И мы сегодня говорим о женщинах, которых приговорили к смертной казни или там пожизненному заключению. А что власти должны в таких ситуациях делать? А как остановить? Как остановить, если не под страхом того, что если вы еще раз сюда сунетесь, совсем будет вот так. Я уже не раз говорил об этом, я даже не знаю, как по тем женщинам, я даже не знаю, как их назвать нашими, которые умышленно, зная, куда едут, уехали. Я понимаю, опять же, тех, которых обманул муж, втянул в эту авантюру. Им надо помогать, и им, и детям. А те, которые умышленно уехали, те, которых там мужа убили, она там уже по 5-му разу, уже 6-му разу выходит замуж, я в списке смотрел, муж такой-то убит, такого-то вышла замуж за таджика, убит, вышла замуж за азербайджанца, убит, вышла замуж за тунисца, убит, вышла замуж за алжирца, убит. И от каждого мужа по одному ребенку. Вот она, мадам, к нам приедет. Куда я ее должен девать, этих детей? Куда? Где их папы, тейпы? Кто их возьмет? Алжирцев, тунисцев. Так не должно быть. Поэтому помогать во-первых, никто к нам-то не обращался, точно же, ни в Совет Безопасности, ни в адаптационную комиссию, ни ко мне, как главе республики. Только один был случай, то там мадам это пропала. То ли пропиариться хотела, то ли еще, не знаю, в чем там тема была. Но суть не в этом. Суть в другом, что это решение властей Ирака. Я не хочу там себя на их месте долго представлять, чтобы мы там делали. Но, тем не менее, я скажу так, что многие из них заслуживают этого. Почему? Потому что многие из этих женщин являются идеологами. Они, наоборот, вербуют и продолжают вербовать, и продолжают в соцсетях, в том числе заманивать и девчонок, и парней в эти сети. Поэтому они многие заслуживают этого. И никто их силой туда не тащил, они сами поехали. Кроме тех, которых, я говорю еще раз, оболванили мужья, так называемые, великие борцы за справедливость, и уехали убивать людей и оставлять женщин, детей вдовами и сиротами. И последний вопрос. В соцсетях также выкладывается информация, в частности, обвиняют власть во всяких вещах. Сами же авторы вот этих вот обращений находятся за границей. А потом, через некоторое время, опять же начинаются извинения, опять же в соцсетях и в интернете. Как вы прокомментируете этот факт? Ну, здесь это, во-первых, дело даже не во власти, а дело в том, что любой имеет право быть недоволен. Я как глава республики могу быть где-то недоволен каким-то решением какого-то федерального министерства, да, по отношению к республике. Там кому-то дали больше, кому-то меньше. Я же тоже бываю недоволен. Я хожу, доказываю, но я про это в соцсети-то не пишу. О том, что меня там какой-то министр там не уважил, там республика не уважил. Я начинаю разбираться, в чем причина. Есть другие вещи, каждый чем-то недоволен. И когда кто-то переходит на личности, не только там, те, кто за границей, но и те, кто здесь находится на территории страны или республики. А когда это касается личности, когда описывают то, чего нету,
тем более описывать не совсем порядочные вещи, но каждый родственник имеет право спросить или с него самого, если он доступен, а если он недоступен, то спросить всего родственников. А почему у нас какие-то есть трения? Нет. Вопросы? Нет. А почему ваш человек там, или почему вы так поступаете? Поэтому человек должен это все понимать. И прежде чем где-то вякать о чем-то, надо понимать, какую ты ответственность за это понесешь. Это то же самое, что мы сейчас говорили про вот этих женщин, которые там посадили пожизненно. Мы о них думаем, что они вот такие бедняжки, но мы не думаем о тех женщинах, которые без всякой причины потеряли своих мужей, своих детей, сами там уже стали там, в таком горе же зависли, да? То же самое здесь. И когда, конечно, это некрасиво в интернете обсуждать личности. Конечно, некрасиво за кого-то привлекать к ответственности и папу, маму там, или братьев, или там, кого-то привлекать к ответственности, в интернете это все вывешивать, чтобы эти люди извинялись перед теми за того, кто там находится за границей. Некрасиво. Но в первую очередь тот человек, который об этом за границей сидя, там, о чем-то, или там здесь находится, или еще где-то находится, делает это, он должен понимать в первую очередь, что будет с него спрос или с другого. То же самое он делал бы, если бы он находился здесь, а про него кто-то говорил бы негативно с другой стороны. Ну, любой же человек там идет разбирать, ну, по крайней мере, спросить, а в чем причина-то? Я вам что плохого сделал? Что вы от меня хотите? Если человек критикует власть, как власть, министра, как министра, обоснованно критикует, я здесь всегда этого человека буду поддерживать. Но когда критика необоснованная совершенно, на домыслах, или тем более она управляемая критика и заказная критика, каждый должен отвечать за свои слова. И обижаться, что кто-то там кого-то заставляет там извиняться в соцсетях или где-то, ну, не надо обижаться на это. Потому что ты сам этот путь выбрал, и ты сам захотел так. Хотя я еще раз подчеркиваю, я запретил и всегда это говорил нашим чиновникам, чтобы я нигде не видел в соцсетях вот какое-то такое отношение к родственникам тех, ну, потому что я вам скажу так, что пара случаев у меня самого был разговор там с родственниками, которые искренне говорят, да, он должен даст, пацан. Он там в Европе сидит, мы ему ничего не можем. Мне зачем их заставлять там в соцсети садиться, за него извиняться или отказывать от сына или от своей дочери? Зачем? Мне это не нужно. Я их услышал все. И мне этого достаточно. При свидетелях. Поэтому, мне кажется, каждый должен также проработать, но в первую очередь об этом должны думать те, кто сами являются конфликтологами этого направления, кто сам необоснованно про кого-то что-то пытается говорить. Он должен понимать, что не сегодня, так завтра, или с него, или с его родственников за это будет спрос. Вот, мне кажется, таким образом. Юнусбек Бамангиреевич, на этом все. Благодарим вас за интервью. Уважаемые телезрители, вы смотрели интервью главы Ингушетии Юнусбека Бамангиреевича Евкурова. Всего доброго.